всем жильцам, имевшим муниципальное жилье, предоставили квартиры, значит, и выплатили возмещение. Мы остались одни, то есть Сагитовы остались одни, которые ничего не получили за снос жилья. Возмещение за снос жилья не получили. Значит, в марте без предупреждения отключили электроэнергию и отопление. Дом остался без присмотра. Жить в нем без предупреждения, жить в нем стало невозможно. И не успели вывести имущество, ходили, узнавали пока, почему отключили. За свет платим, за тепло платим, задолженности нет. К ним пошли, застройщик этого дома, московская компания «НВС». Значит, компания НВС сказали нам, что мы не думали, что так быстро отключат от тепла. Не выплатив ничего людям, вот так поступают. Значит, с 8 числа был пожар 8, и доступ стал свободный. Все имущество разворовали, бытовую технику за одну ночь. На второй день уже там ничего не было. Пусто в квартире. Когда я приехала, я заявление написала в милицию, чтобы дом остался без присмотра, чтобы участковый наблюдал. Но никто сюда не ходил, никакого мне ответа не было. Сейчас я тоже написала заявление, что имущество все утрачено. Компания НВС не хочет с нами общаться, разговаривать. Из-за того, что мы на их условия согласились, они заставили нас выписаться, моих родственников. Пока выписывались, у них опять денег не было или что-то, они говорят, Москва молчит. И вот в результате мы в таком плачевном состоянии, не получив за свое жилье ничего, и жить в нем, и оно утрачено практически, и имущество, и жилье наше, все утрачено. А тут собственники жилья, Сагитов Ильдар Абдулхакович, он пенсионер, инвалид 2 группы, 30 лет, проработал в нашей республике на трудных участках, проводил электролинии на машине, вот на этой, где устанавливают вышки. И очень добросовестный, ветеран труда. Дочка у него, она сейчас родила ребенка, по уходу находится, и в августе родит 2. Конечно, они в таких условиях жить не могут. Они сюда и добиваться, вот просят меня. И я хожу, стучусь во все двери. Ну, конечно, прокуратура нашла много нарушений жилищного кодекса. Работает антикоррупционный отдел. Но ни администрация, ни департамент жилищных отношений никак не реагируют, просто отписываются. Говорят, вы собственники, разбирайтесь, подавайте в суд. Администрация, мы о своих результатах вам сообщим. Вот такие пространные ответы. И я уже не знаю, куда. Значит, проблема-то не только наша. Может, и других жильцов такое ждет. Ну вот даже к дому подходить страшно. Вот жильцы сейчас смотрят, говорят, что это такой унылый вид, такое издевательство над людьми и вот именно над домом. Выплатили бы, разобрали, и все как в цивилизованном мире делается. Почему у нас такое происходит? Я в этом районе, 23-й квартал, проживаю 51 год, 64-го года. Живу и здесь. Раньше такого у нас, конечно, не было. Все живем дружно. Все ждали сноса. Пришел снос, радовались. Но так как компания «НВС», московская компания, конечно, они к людям отвратительно отнеслись сразу же. Это все не рассказать по телевизору, что они начали, как это снос. Это только у меня все в документах. И свидетелей очень много. Жители наши, как нам говорят,
в правительстве нам сказали, еще Заболев был с Олейниковым, что вас сносят не для улучшения. То есть для коммерческой стройки, которую московская компания «Новоэс» нас сносит, оказывается, нужно нам освободить эту всю площадь, где мы живем тут сколько лет. И для коммерческой стройки мы должны с нашего любимого болота уйти в другое болото. И я хочу сказать, что мы нас сносят с 2007 года, где это видано, что 9 лет сносят вот такой. И у нас хаос. В этом доме вот такой хаос. Один собственник остался, им все равно. В этом доме 2 семьи осталось, 85-й Лермонтова, 2 семьи. В нашем Лермонтова 83 осталось 4 семьи. То есть, если полное посчитать, не дали квартиры 3 семьи. Тоже такой же хаос. Понимаете, что такое? Бомжи лезут во все щели. Наш контроль строгий. Мы 83/1 горел 4 раза. И если б мне сын знакомый тут у нас в МЧС, нам даже пожарники, представляете, последний раз вызов делали, что нам сказали? А там же никто не живет. Ну и что? У нас же все рядышком. Вы представляете, что такое пожар? Еще в тот день, 4-й раз, ветер сильный был. Что бы здесь было? Вот такое отношение у нас. А что говорить, если низшие чины отношения к нам совершенно не хотят нас слышать, видеть и вообще, а говорить уж о правительстве я уж молчу.